Николай Гаврилович Чернышевский родился в Саратове 24 июля 1828 года. Перед вами макет той старой части Саратова, в котором он родился и провел все свои юношеские годы до отправки в университет. Здесь мы видим с вами Волгу, здесь та улица, которая когда-то называлась Большой Сергиевской, ныне улица Чернышевского, в Саратове считается одной из самых протяженных улиц в городе. Дом, в котором родился Николай Гаврилович, построен в стиле ампир. У него балкон, 2 входа, где балкон тот самый называется, комнатка называется мезонин в переводе с итальянского, полуэтаж. Рядом прилегают 2 флигеля, надворные постройки были во времена Чернышевского, и чуть ниже дом Пыпиных. К сожалению, родственники фотографий, каких-то картин, изображений маменьки и папеньки Чернышевского не сохранилось, но сохранились фотографии его самых близких родственников. Они перед вами. Николай Дмитриевич Пыпин и его тетя Александра Егоровна Пыпина в девичестве Голубева и двоюродные братья и сестры. И особенно близко были дружны, в дружеских отношениях. Это с Александром Николаевичем Пыпиным. Он историк литературы, академик Санкт-Петербургской академии наук. Ну и вот здесь на таком художественном панно мы с вами тоже видим фрагмент Саратова, Сергиевскую церковь, в которой был протоиереем, служил Гаврил Иванович Чернышевский, отец Николая Гавриловича. Когда Николенька вместе с отцом под диктовку писали тогда первые прописи «Честный человек, всеми любим», «Повинуйся твоему государю, почитай его и будь послушен законам». И тогда же прописывали первые цифры вместе с отцом. Он поступил по пути отца, пошел в духовно-приходское училище здесь, в Саратове, а потом по окончанию поступает в духовную семинарию. И, кстати, здание семинарии, в котором он учился, сохранилось. Это здание, замечательно. Да. Вот, если вы будете гулять еще по Саратову, я вам обязательно объясню. Спасибо. Под вот этими сводами, там можно будет вам сфотографировать это здание, посмотреть. Это очень интересно. Потому что, почему я так вам подробно? Именно там, под руководством Гордея Семеновича Соблукова, Коран, который перевел. Он начинает изучать татарский язык. То есть сам Николай Гаврилович уже когда учился в университете, то есть свои зрелые годы знал 11 иностранных языков, и в том числе европейские языки. Под руководством отца они учили латынь, греческий, а вот уже с Гордеем Семеновичем Соблуковым они учили вместе, вот он учил, значит, татарский язык. Как бы под его руководством более такое углубленное знание получает татарского языка в семинарии. Ну, а Гордея Семеновича Соблукова вы сразу сказали, Корана, да. Первый переводчик опубликованного Корана. Да, и естественно, что Гордей Семенович Соблуков, мы знаем его немножко, наверное, судьбу, да, он похоронен, я знаю, в Казани, он там в Казанской академии работал, но прежде он работал в Саратовской семинарии. И вот у нас есть с вами вот здесь уникальная возможность посмотреть рукописи Николая Гавриловича, страницу упражнения Чернышевского на персидском языке. Фарси, да, на фарси. Вот, на персидском языке. Есть такая легенда, что Николай Гаврилович, Николенька, как его называли в детские годы, когда-то вот прогуливался по этому берегу Волги, когда еще не было у нас набережной, Николай Гаврилович познакомился с персом, тот был приглашен к ним в дом, Николай Гаврилович учил его русскому языку, а уж перс его персидскому языку. Да, это такая вот у нас легенда, красивая, может быть, красивая, да, есть даже у нас картина с изображением, где вот перс сидит и рассказывает Николеньке, вот объясняет их язык. Ну, а персы здесь были, тоже торговали своим товаром. Да, Каспий, то все равно по Волге, да. Да, и чтобы знать и общаться с русским населением, разумеется, им нужен был русский язык. Ну вот, это еще не все. Самое интересное. Когда Николай Гаврилович учился в Саратовской, значит, семинарии, им не хватало книг для того, чтобы им не хватало словарей вот по татарскому языку, русско-татарских словарей не хватало. И Гордей Семенович Соблуков, его преподаватель, писал вправление: по классу татарского языка имеется нужда в учебных книгах на сём языке, а в библиотеке семинарии Саратовской
Саратовской только 5 экземпляров Нового Завета на татарском ногайском наречии для 50 учеников татарского класса. И вот Николай Гаврилович в 1843 году был вынужден сам приобрести, выписать из Казанской семинарии татарский словарь. Но, однако же, при этом год спустя, в 1844 году, Николай Гаврилович сам пишет, составляет словарь, сам составляет словарь. Да, он состоял из 1200 татарских слов, а в некоторых рукописях Чернышевского, кроме того, ну, а сейчас сразу скажу, они многие содержатся в Российском государственном архиве литературы и искусства, содержатся упоминания о словах о Чингисхане, о Батыя, об Узбеке, и он пишет такую небольшую хронологию, кто они такие, и хронологию, последовательность, в которой они правили. Простите, перебью. Как раз вот его фраза есть замечательная. Нынешние татары, казанские, оренбургские, крымские, потомки тех племен, которые жили в тех местах до Баты и были покорены ими, вот, как были покорены русские. Вот сейчас я вам тоже скажу. Дальше мы с вами вспоминаем, чуть немножко зайдем вперед. 1860 год. Опубликована книга его «Антропологический принцип философии», где он рассматривал как раз происхождение татар. И он писал, из нынешних крымских, казанских и оренбургских татар едва ли есть один человек, происходивший от воинов Батыя. Он говорил, нынешние татары, потомки тех племен, живших в этих местах до Батыя и покоренных Батыем. Но, по крайней мере, я специально себе прям записала, чтобы как-то не исковеркать слова Николая Гавриловича, дабы не учила наизусть. Но, тем не менее, такое действительно у него есть, и он это писал. Еще, что нам еще известно о том, когда он учился и конкретно, когда он изучал татарский язык. Чернышевский вместе с воспитанниками семинарии нашей саратовской читали, что они изучали? Пользовались краткой татарской грамматикой в пользу учащегося юношества, автор Троянский. Потом они пользовались татарской грамматикой, которую сам Саблуков составил, это второе, и, грамматика Казимбека. Вот эти 3 учебника основных, которые вот упомянуты для учеников Саратовской семинарии. Но, мы знаем, там у него, например, есть, это на русском языке, да, о следствиях книгопечатания. Он говорил, как важно книги читать и так далее. Тоже еще обучавшись в Саратовской семинарии. Но также самое интересное это в названиях наших сел, да, там вот вы, несомненно, слышали Увек у нас, да, где проходят у нас праздники, где у нас много археологи копают и действительно находят городище, где Чердым у нас, Бурасы, Лох, вот здесь он все перечисляет. Обзор, это его работа, которую он написал в семинаре, обзор топографических названий татарского происхождения. То есть в наших саратовских, принадлежащих Саратовской губернии селах, он искал какие-то корни, что-то в этих селах, которые когда-либо к татарскому языку принадлежали. Возможно же, когда бы он, если действительно состоялся бы как священник, он мог и общаться с татарским населением, во-первых, да, может быть, кто-то из них, может быть, как вариант, принял бы там православную веру, и, по крайней мере, общение его было доступно с татарами, потому что он знал татарский язык, и потому что в Саратове, естественно, они тоже проживают. Кстати, я так хорошо сразу вспомнила, и вы сюда приехали, и у нас выставка к 195-летию Николая Гавриловича Чернышевского, мы выставляем мемории, и у нас там на этой выставке сапоги и чиги, как раз татарские. Да, мягкие, видели, такие. Да? Нет, я знаю, у нас дома ходят и по мечети ходят. И он, пойдемте, я вам покажу, вы можете их заснять. И он, это мемориальные, мы их выставляем буквально на некоторое время, потому что проект мемории к 195-летию. Это что, у Чернышевского или... 40-й размер, сапоги Чернышевского. Он носил их в Астрахани. Дело в том, что за долгую сибирскую ссылку, естественно, его ноги пострадали, он болел ревматизмом, и ему пришлось в Астрахани у татар купить сапоги. Они, кроме того, что еще и мягкие, и очень такие расписные, и вот как раз есть возможность... У вас Казань выкупила бы эти сапоги за большие деньги. Да нет, у нас они мемориальные. Ничего себе. Да, это как раз период астраханский мы как раз показываем, и что он возвращается из ссылки, какой он, как сыновья о нем говорят и так далее. Но мы с вами все-таки вернемся. Я просто очень забыла. Все.